Доброе утро. Не прошло и 3 минут, как мы вернулись к вам. Это новый день, канал НВК Саха. Сегодня 14 марта, день недели четверг. А вот завтра, 15 марта, будет отмечаться Международный Всемирный день прав потребителей. В 60-е годы прошлого столетия впервые появилось и понятие потребителей, как защищать их права. И вот в преддверии этого дня мы поговорим о том, как же защищать наши права, потому что мы все с вами потребители, с нашей гостьей в студии. Это Архипова Сардана Егоровна, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Доброе утро, Сардана. Ну вот этот день обычно связан с каким-то девизом. В этом году он пройдет под каким девизом? Да, в этом году международная организация определила девиз, и он звучит как «Цифровой мир. Надежные смарт-устройства». А вот что такое тогда? Это смарт-устройства – это те так называемая умная техника. Это те товары технически сложные, которые имеют выход, доступ в интернет. Это те же самые смарт-телефоны, наши смартфоны, смарт-телевизоры у нас есть, фитнес-трекеры различные. Ну, вот вся техника, которая имеет выход в интернет. А какие тогда мероприятия будут связаны вот с этим днем? На эту неделю у нас проводится горячая линия по телефонам Управления Роспотребнадзора. Можно записать 8 800 550 21 24, либо по номерам телефонов 44 61 58 и 354 324. Можно дозвониться и узнать вопросы на свои ответы. Ну, ответы на свои вопросы, да. Ну вот один я точно запомнил, 44 61 58. Да. Хорошо, но вот какие могут возникнуть проблемы у людей, которые связаны с покупкой смарт-устройств, и, может, не обязательно именно их? Да, на что следует обратить внимание? Это смарт-устройства, это технически сложные товары, и постановление правительства определено перечень товаров, которые возврату и обмену не подлежат. То есть, если он качественный, то мы его вернуть и обменять не сможем, если он не подошел по размерам, по цвету. То есть, покупая тот же самый телевизор, тот же самый смартфон, нужно предварительно очень хорошо подумать и ознакомиться с характеристиками, задавать вопросы продавцу, не бояться требовать документы, подтверждающие качество. Вот так. А вот, допустим, вот та же техника компании Apple, да, вот у нас тоже тут, да, они всегда ее продают в упакованном виде, это их фирменный бренд, что ее нельзя вскрывать, и вскрываешь только при... По требованиям нашего законодательства Российской Федерации продавец обязан провести предпродажную подготовку. То есть он обязан вскрыть упаковку, проверить, работают ли все функции и так далее, и только после этого выставить на продажу. Ага. То есть в данном случае продавцом нарушается требования законодательства. А вот какой порядок тогда действий, если вдруг вот что-то у меня не понравилось? Да, если что-то не понравилось, если в товаре выявились какие-либо недостатки, то первые действия – это обращение к продавцу. То есть покупатель идет и пишет письменную претензию, указав при этом определенные требования. Если это были первые 15 дней с момента покупки, то покупатель имеет право требовать обмена, либо возврата денежных средств, либо ремонта. Это на выбор. Обмен – это на аналогичный товар любой, ну, с перерасчетом там плюс-минус. Да? А в случае, если 15 дней эти истекли, то у потребителя возникает право только на ремонт данного товара. То есть он может требовать возврата и обмена, если только он не подлежит ремонту. А вот как это доказать? Это будет, да, сначала он пишет заявление, продавец обязан провести проверку качества, если там нет механических повреждений и в этом не виноват потребитель, то он берет на ремонт и, соответственно, проводит ремонт. А если в итоге выяснится, что механическое повреждение имеет место быть, да, ну, человек уронил, то в данном случае потребителю отказывают и... Вот вы сказали по 15-дневный срок, а гарантийный срок тогда это? Гарантийный срок, это говорится о том, что в этот период будет проведен ремонт за счет продавца, и он будет длиться максимум 45 дней. По истечении этих 45 дней потребитель уже может требовать возврата и обмена денежных средств. Спасибо большое за информацию. Если вдруг возникнут проблемы, куда обращаться? Если вдруг возникнут проблемы, на Юнского 9, на сайте 14 Якутия, 14 Роспотребнадзор.ру у нас есть там бланк обращения, графа обращения граждан. Либо у нас территориальные отделы по районам,
так называемый СЭС сейчас, да, в народе говорится, подойти и написать письменное обращение. Спасибо большое, Светлана Егоровна, за полезную информацию. Надеюсь, декада пройдет полезно как для потребителей, так и для вас, чтобы выявить какие-то очередные новые проблемы, связанные с покупкой каких-либо товаров. Спасибо.